Привет, друзья! Или саламатчылык на кыргызском. Здравствуйте! Я Туяра, и вы на моем канале, и мы вместе сегодня съездим в город Бишкек, Республики Кыргызстан, ровно на один день. Перед тем, как отправиться в путь, подписывайтесь, оставляйте лайки и комментарии. Сегодня мы с вами в Бишкек едем из Алматы. Дорога занимает всего около 3 часов. Дороги в Казахстане прекрасные, прямые, и ездить на нем одно удовольствие. Мы сначала приедем в город Карадай. Он находится, как я и говорила, в 300 километрах от города Алматы и является приграничным городом рядом с Кыргызстаном. Мы 3-й год живем в Казахстане, и вот впервые мы решили отправиться в Кыргызстан, потому что он находится рядом, и почему бы не познакомиться с новой страной. До Бишкека можно добраться на автобусе, на такси или на машине. Дорога здесь загруженная в оба стороны, и поэтому мы не спеша стали в пробку, ожидая свою очередь, чтобы пересечь границу. Как это происходит? Кстати, гражданам России можно без визы перемещаться вот по Казахстану и по Кыргызстану. Больших проблем пересечения границы нету, разве что занимает какое-то определенное время. Мы проходили границу пешком по одному, и сначала пересекаем казахстанскую границу, потом проходим паспортный контроль в Кыргызстане. Все очень быстро, просто больше времени мы тратили именно стоя в очередь. Пока мы пересекали границу, солнце уже село, и мы буквально через 30 минут от границы оказались в Бишкеке. И первым же делом мы направились поужинать. Друзья нам порекомендовали ресторан «Мурабак». Оказалось, всего в Бишкеке около 6 филиалов, кажется, 6 или 5 филиалов, и мы выбрали один из них. Полная посадка в ресторане, очередь, мы прям записались на очередь, ждали около где-то 15 минут. Ресторан нам очень понравился, прям очень колоритное место, чисто, красиво, с такой прям вайбом приятным, работники все улыбаются, открытая кухня, и вообще кыргызы нам показались очень приветливыми, улыбчивыми и очень приятные в общении. В любой стране, в любом новом месте мы стараемся попробовать местную национальную кухню. Кстати, о ценах. 1 сом равен 1 рублю. И в целом еда здесь очень доступная, вкусная, сытная. Я для себя заказала наподобие бешбармака, гюльчатай называется. Ну, наверное, они сами так придумали. Муж, как всегда, заказал курдак. В целом казахская и кыргызская кухня, она похожая. Может, меня сейчас закидают помидорами, ну, потому что я слышала, что есть очень много споров. Ну, нам рекомендовали Мубарак, ресторан именно вот с кыргызской национальной кухней, и поэтому мы туда поехали. Если я ошибаюсь, я приношу свои извинения. Так как мы приехали уже поздно вечером, город как город. Но, правда, удивило то, что вот в аптеке обслуживают через окошко. Ну, прикольно. Сразу мы поехали в гостиницу, решили переночевать. Нашли в букинге классные апартаменты. Нас 6 человек, и мы в обычные стандартные гостиничные номера не влезаем. И тут мы нашли апартаменты. Апартаменты оказались, впервые мы в таких апартаментах. Это оказалась такая мусульманская гостиница. В чем различие? Или мусульманская гостиница, говорят, или халяльная. Это халяльные апартаменты были. Апартаменты квадратурой около 120 квадратных метров.
Это прям вау-вау-вау. Все очень чисто, все там есть, кухня, вся техника, посуда, большая такая гостиная. И самое главное то, что апартаменты находятся в центре города, совсем недалеко. И плюс на нашу большую семью было очень комфортно здесь остановиться, и я была очень рада увидеть чистое постельное белье. Все было очень чисто. Мы часто путешествуем, ездим в разные места, останавливаемся в самых разных местах, но здесь было прям очень-очень-очень чисто. Так, в чем же отличие от обычных гостиниц, именно вот халяльных? Здесь все сделано и обустроено по канонам религии. Я заметила то, что на телевизоре все каналы именно на тему религии. Плюс здесь есть специальные места, где молятся, и есть направление, куда смотреть, как делать. Поэтому в целом это единственные различия. Ну, плюс еще они делятся на женскую, на мужскую, и комфортно. Ну и как бы получается у мусульман много детей, большие семьи, и вот такие гостиницы нам, оказывается, очень подходят именно для нашей семьи, потому что у нас 4 детей, и мы всегда вот в такой большой компании путешествуем. Также я решила зайти посмотреть обычные такие продуктовые магазины, сравнить цены, но разницы мы такого не увидели. Продукты в основном из России и из Казахстана, но также есть своя местная продукция. Ну, возможно, их побольше, но здесь мы не увидели такой прям большой разницы. Ну и как же без доширака? Доширак я еще умудрялась в Китае найти. Кстати, мы ездили в Кыргызстан в феврале и застали вот самое романтическое время, когда можно отправлять валентинки и вот такие мимимишки. Так как мы приехали всего на один день, у нас было мало времени, но для себя решили, какие места обязательно посетить. Если говорить о городе, город очень такой миниатюрный, можно сказать, небольшой, но компактный. И многие, наверное, которые были в Бишкеке, говорят, что он похож на Якутск. Но мне так не показалось. Это совершенно два разных места, и как-то их сравнивать, ну, странно. В город мы ехали без такого прям какого-то ожидания или чтобы сравнить с чем-то. Ну, просто город как город. И такая вот ранняя-ранняя весна. Мы приехали в центр города, парк Чингиса Айтматова. Здесь у нас была цель посетить памятник нашего земляка Максима Кировича Амосова, который в свое время работал здесь, в Кыргызстане, одним из первых руководителей этой республики. Ну, до этого он еще работал в Казахстане, оказывается, в Караганде был руководителем и внес большой вклад именно в развитие вот Казахстана и Кыргызстана. Но в Кыргызстане он успел поработать всего 230 дней. И потом его, к сожалению, репрессировали. Это было время смутное, начало 20 века, 30-е годы. И судьба, конечно, его очень печальная. Его объявили, в конце концов, врагом народа, и он скончался в Москве. С клеймом врага народа, конечно же, его имя убрали со страниц истории, и память о нем ушла в небытие, так же, как это было у нас в Якутии. В Якутии мы также ездили в его родину, посетили музей, его Алас, где он родился, и нам было очень приятно именно вот в Кыргызстане, в Бишкеке найти его памятник и посетить. В Кыргызстане сейчас только вот последние десятилетия восстанавливают память о нем, и это классно.
Также мы прогулялись по парку. Здесь всего около 90 скульптур, которые были возведены в советское время, во время какого-то симпозиума. Место очень классное, здесь сразу несколько парков, скверов, очень много каких-то важных достопримечательностей, куда можно сходить, если вы только на один день. Мы для себя решили, что надо сходить обязательно в музей и познакомиться с историей и культурой кыргызов. Мы очень любим посещать музеи, и всегда в любом месте мы ходим по музеям. Детям нашим это тоже нравится, нам тоже нравится, и ребята, вот именно исторический музей в Бишкеке, он был потрясающий. Но это единственный музей, куда мы еще успели сходить в Кыргызстане, но этот музей я от всей души рекомендую по посещению. Очень большая экспозиция, начиная с древних времен, заканчивая вот современностью. Про музей я хочу еще побольше рассказать, потому что мы реально были очень впечатлены. Работники классные, за нами никто не бегал и не говорил, что не надо ничего трогать, дышать, там рядом стоять, потому что с таким отношением мы часто сталкивались, потому что у нас дети, и как-то, не знаю, смотрители музеев к нам прям за нами всегда по пятам ходят. А дети-то наши уже приручены, куда ходить, как себя вести. В целом у нас как бы нету желания что-то штормить, и в этот раз у нас такой классный меч случился с работниками. Со всеми мы там пообщались. Гида мы не взяли в этот раз. В основном как-то сами сориентировались и общались со смотрителями. И, кстати, здесь нам не разрешили снимать. Есть золотая комната. Золотая комната, в котором очень много золотых вещей, украшений, прям очень с древних времен, которые были обнаружены на территории Кыргызстана. И нам повезло. Мы посмотрели все это. Очень интересные экспозиции в плане дизайна, как все это оборудовали, как все это поставили. И было очень интересно все это рассматривать, изучать, читать. Прям восторг такой. Реально, я очень рада, что мы сходили именно в этот музей. Но также есть еще интересный музей в городе Ош. Город находится в 300 километрах от Бишкека, но мы туда доберемся когда-нибудь следующий. Про Максима Амосова также и в музее есть своя информация, свой стенд, где о нем рассказывают. Нам было очень приятно все это видеть, читать. Я увидела и заметила очень много схожестей с кыргызским народом. Да, мы внешне похожи, да, мы тоже тюрки, Саха тоже тюрки, и у нас языки очень похожи. Мне кажется, даже из всех тюркских языков именно кыргызский и язык Саха, они действительно очень похожи. Даже так интуитивно мы друг друга сразу понимали. Например, если с казахским языком надо так немножко напрягаться, чтобы понимать, разговаривать, то с кыргызским у нас все было намного проще. Люди такие улыбчивые в Кыргызстане, прям очень приятные в общении. Во время прогулки мы еще встретили женщину Саха с Чороном. Это удивительная встреча была. На самом деле, наверное, не такая удивительная, но мы удивились. И это было тоже такой приятный вау момент. Классно же. Прям очень классно было это встретить, увидеть своими глазами. Это, кстати, находится рядом с памятником Амосова, вот этот музей, вот этот парк, и вот эти памятники, и скульптуры находятся все в одном месте. Нам прям очень удачно все это повезло увидеть, прогуляться. Кыргызстан, кстати, находится повыше, чем Алматы, например. Здесь намного теплее. Если в Алматы было как-то прохладно, то здесь и прям ощущается
теплый воздух, и здесь, видимо, даже намного теплее, чем в Алматы, и в летнее время прям солнце греет от души. После такой прогулки, конечно же, время обеда, мы поехали искать место. Благо, все можно найти через 2GIS, и еда тут везде очень вкусная, цены более чем доступные. И знаете, что я заметила? По сравнению, например, с Казахстаном, здесь очень много надписей на русском языке, хотя как население в основном говорит на кыргызском языке, то вот это было очень странно немножко наблюдать. И некоторые моменты, вот, когда очень много русских надписей, казалось, как будто бы мы находимся где-то в российском маленьком городке. Бишкек нам очень понравился, и захотелось сюда вернуться в летнее время, когда тут будет все зеленое, когда все расцветет. И, конечно же, хотелось бы отправиться именно за пределы города, чтобы увидеть настоящий такой Кыргызстан во всем его величии. Итак, мы за один день в Кыргызстане, в городе Бишкек, посетили очень такие основные достопримечательности. И в завершении моего влога я хочу пригласить вас вместе со мной продегустировать напитки национальные из Кыргызстана, которые мы нашли в магазинах. В нескольких продуктовых магазинах в Бишкеке я увидела вот такие напитки. Пробовать именно вот такие локальные, национальные блюда, напитки, я считаю, как знакомство с культурой той страны и местности. И в магазинах я поспрашивала, какой именно напиток выбрать, потому что выбор был очень большой, и мне вот посоветовали чалап и махцым. У тюрков у всех национальный напиток это кымыз, кымыз называют, а мы саха называем ее кымыз. Я спросила, он похож на кымыз? И мне сказали, в целом, да, он похож. Это тоже вот чалап, например, кисломолочный, тонизирующий, бодрящий напиток. Чалап, он тоже такой газированный напиток. По консистенции он похож на кымыз, а по аромату и по вкусу он похож на сорт, на кефир. Чалап рекомендуется употреблять именно с такими жирными мясными блюдами, ну, например, с тем же самым пловом. Далее второй напиток называется максым. Я впервые такой напиток пробовала. Я даже не знаю, можно ли назвать это напиток, потому что именно состав он такой своеобразный. Это вода, ячмень, пшеница, мука, кукуруза. И очень такое, вау, вот такой, не знаю, первый раз такое я пробовала. И он очень сытный. То есть, ну, мне кажется, что такой напиток можно даже называть блюдо. Именно ее, наверное, брали в дальние такие дорогу, чтобы утолить жажду и поесть. Сам напиток, он такой прям очень сытный и можно употреблять как отдельное блюдо. К тому же у Максима очень много там полезных свойств, очень много полезного, и в целом и Чалап, и Максим, они благотворно влияют на организм человека. Но мне кажется, все национальные напитки и блюда, они особенные и предназначены, чтобы улучшить здоровье и самочувствие человека. Ну, на этом я заканчиваю свое видео. Спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь, поделитесь своим мнением, поставьте, пожалуйста, лайк и до скорой встречи.